Здравствуйте, в эфире Зарима Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. Сегодня в выпуске: государственный визит президента Садыра Джапарова в Казахстан, парламентский комитет одобрил проект основного закона и Минздрав нанес миллионный ущерб государству. В рамках государственного визита Садыра Джапарова в Казахстан подписан ряд документов. Об этом сообщает его пресс-служба. Отмечается, что правительства двух стран подписали соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Выступая перед журналистами, президент Садыр Джапаров отметил, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров с высшим руководством Казахстана. Отмечен поступательный характер сотрудничества. Садыр Джапаров отметил, что был обсужден широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-казахстанского сотрудничества практически по всем направлениям. Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию, углублению союзнических отношений и стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных объединениях. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю, создавая необходимые для этого условия. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление, политическая воля динамично развивать взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с братским Казахстаном по всем направлениям, заявил Садыр Джапаров. Он также подчеркнул, что пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Кыргызстан с ответным визитом. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров также встретился с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал Садыра Джапарова, подчеркнув, что народ Кыргызстана выразил ему большое доверие на прошедших президентских выборах. Нурсултан Назарбаев пожелал Садыру Джапарову успехов на пути построения светлого будущего для народа Кыргызстана. Он также отметил результативность проведенных переговоров между президентами Казахстана и Кыргызстана в рамках государственного визита Садыра Джапарова. Садыр Джапаров выразил Нурсултану Назарбаеву свое уважение как государственному деятелю с большим авторитетом, благодаря взвешенной внутренней и внешней политике которого Казахстан занимает передовые позиции на международной арене. Он подчеркнул, что народ Кыргызстана никогда не забудет постоянную оказываемую помощь от Казахстана во время трудных периодов. Садыр Джапаров выразил готовность к совместному развитию, особо отметив, что между народами, имеющихся такие схожие языки и традиции, не должно быть нерешаемых задач. Президент заявил, что обеспечит надежные гарантии по защите прав инвесторов, в том числе из Казахстана. Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джогор Кенеша на заседании 2 марта обсудил и одобрил проект новой конституции. Ранее на сайте парламента заседание комитета около 10 минут транслировали в прямом эфире. После трансляция была прервана. Отмечается, что уже сегодня проект основного закона будет обсужден на пленарном заседании. Ранее отдельные депутаты Джогор Кенеша заявили, что обнаружили в проекте новой конституции серьезные противоречия и правовые нестыковки. Они отметили, что недопустимо выносить на референдум сырой документ. Новый проект конституции был опубликован на сайте Джогор Кенеша 9 февраля. До этого 17 ноября 2020 года 80 депутатов представили свой проект нового основного закона, но после критики общественности было создано конституционное совещание для разработки документа. Оно завершило свою работу 2 февраля и направило документ в парламент. Джогор Кенеш приступил к его обсуждению 17 февраля. Министерство здравоохранения нанесло ущерб государству на более чем 3 миллиона сомов во время первой волны COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По ее данным, ведомство выявило ряд нарушений при закупке лекарственных средств. Установлено, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией за счет средств Всемирного банка для Минздрава было предусмотрено приобретение в числе других лекарственных средств препарата Лопинавир, который в последующем на этапе оценки банком был исключен из перечня закупаемых лекарств, рассказали в ведомстве. Несмотря на это, 13 апреля 2020 года Минздрав ввиду срочной необходимости прямым методом за счет средств республиканского бюджета приобрел препарат Калидавир на общую сумму 3,5 миллиона сомов. Факт зарегистрирован в РПП и начали досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». На этом у меня все. Далее продолжат международные новости с Эрмурасом Аскаровым. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Министерство обороны США
объявила о пакете помощи Украине на 125 миллионов долларов, который включает 2 вооруженных патрульных катера, предназначенных помочь стране защитить свои территориальные воды. Помимо 2 патрульных катеров Марк-6, пакет включает предоставление дополнительных противоартиллерийских радаров, поддержку способности спутникового наблюдения и анализа, оборудование в поддержку лечения военных и процедур эвакуации с поля боя. В заявлении Пентагона говорится, что остальные 150 миллионов долларов военной помощи, одобренные Конгрессом США на 2021 бюджетный год, будут предоставлены, когда Министерство обороны США совместно с Госдепартаментом подтвердят, что Украина достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В столице Армении, Ереване, 1 марта группа демонстрантов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвалась в одно из зданий правительственного комплекса. По данным агентства Интерфакс, вечером в понедельник в Ереване ожидается очередной митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Пашинян сталкивается с растущими протестами и призывами оппозиции к его отставке после 6-недельного обострения конфликта между Азербайджаном и силами этнических армян вокруг Нагорного Карабаха в прошлом году. Соглашение о прекращении огня, подписанное Пашиняном в ноябре при посредничестве России, положило конец 44-дневным ожесточенным боям за Нагорный Карабах, где армянские силы несли территориальные потери и потери на полях сражений от вооруженных сил Азербайджана, поддерживаемых Турцией. Во вторник возле Камчатки произошли 2 землетрясения. Первое сейсмособытие магнитудой 4,1 зарегистрировано у восточного побережья на глубине 54 километров. Эпицентр находится в 166 километрах от Усть-Камчатска. Через несколько часов землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на глубине 94 километров в 132 километрах от села Мильково. Ну на этом у меня все. С вами был Бергет ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч!